рейсов 313 авиакомпании «Эйрос» на вокзал через посадочный выход Б-0. Всем привет! Меня зовут Хамза. Я агент наземного обслуживания авиакомпании «Эйр Астана». Сегодня я вас приглашаю провести со мной мой рабочий день. Готовы? Тогда вперед! Наш рабочий день начинается с измерения температуры и брифинга. При этом важно прийти заранее, чтобы подготовиться на смену. На брифинге мы получаем информацию по текущей ситуации. Например, на что обратить внимание, что не забыть, информация по рейсам, задержки, отмены и так далее. Агенты наземной службы работают в две смены. Дневная смена с 2 дня до 10 вечера и ночная смена с 5 утра до 2 дня. Сейчас во время пандемии и сокращения рейсов за смену мы обслуживаем в среднем 700-800 пассажиров. Наш офис находится прямо в аэропорту, а это уже интересно. Каждый день мы отправляем и встречаем самолеты с людьми с совершенно разных уголков мира. Именно здесь начинается их приключение, отпуск, а также командировки. Все агенты делятся на 3 сегмента – посадки, прилеты, а также регистрация. В среднем сейчас на смене работают 20 сотрудников авиакомпании. В «Эйр Астане» я работаю почти 2 года. Для кого-то может показаться моя работа очень сложной, стрессовой, но на самом деле она очень интересная. Бывает даже такое, что я не замечаю, как проходит моя смена. Здравствуйте, добро пожаловать в «Эйр Астану». Посадка у вас уже идет? Да. Выход на посадку будет Б-05, пожалуйста, поспешите. До свидания, приятного полета. Кстати, именно для вас я подготовил несколько лайфхаков, чтобы сэкономить ваше время на регистрации. Во-первых, проверьте рейс, время и название авиакомпании на вашем билете. Бывает такое, что пассажиры подходят к нам на стойку с других авиакомпаний, вылетающих по тем же направлениям. Второе, пройдите онлайн-регистрацию на сайте или в приложении «Эйр Астаны». Третье. Сохраните посадочный талон на вашем сотовом телефоне и проходите прямо на посадку. Багаж вы можете оформить на стойках оформления багажа «Эйр Астаны». Четвертое. Если вы вылетаете со спортивным снаряжением, хотите взять с собой питомца, или же нужна помощь пассажиру с особенными потребностями, то, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее по почте. В первую очередь на посадку приглашаются несопровождаемые пассажиры, пассажиры с специальными потребностями, а также далее мы пропускаем пассажиров с детьми, пожилых пассажиров, пассажиров бизнес-класса, а также держателей серебряных, золотых и бриллиантовых карт на МАТ-клаб. Во избежание скученности в коридоре самолета пассажиров мы всех разделяем по секторам, а также соблюдаем социальную дистанцию между ними. Посадку на борт мы закрываем за 15 минут до вылета. Сейчас мы с вами встретим рейс, прибывающий из Алматы в Нур-Султан. Ожидаемое время пролета борта 15:55. Сейчас я должен доложить сотрудникам авиационной безопасности об ожидании рейса на этом гейте. Кроме того, мне нужно проверить в системе, есть ли на борту пассажиры со специальными запросами и помочь им при выходе. Если у нас появляется свободное время, то мы помогаем коллегам на регистрации. В нашем деле командная работа очень важна. Большое внимание авиакомпания уделяет контролю качества услуг. У нас есть коуч Тимур, который постоянно следит за стандартами. Он может подойти к нам в любой момент с опросом. Это своего рода экзамен с одной лишь разницей. Мы не знаем, когда и что он спросит. Как сотрудники авиакомпании мы всегда должны быть готовы к контролю качества услуг. Здравствуйте, Тимур. Здравствуй, Хамза. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Возраст несопровождаемого ребенка? От 6 до 15 лет. Хорошо. ПЦР в Дубае? 72 часа с момента забора до момента прилета в Дубай. И самый главный вопрос – миссия «Эйр Астаны». Из самого сердца Евразии мы строим одну из лучших авиакомпаний в мире. Вот и закончилась моя смена. Спасибо вам большое, что провели этот день вместе со мной. Мне было очень интересно. А вам?